Здравствуйте, дорогие ребята! Думаю, вы хорошо отдохнули на зимних каникулах. Я рада снова приветствовать вас на уроке русского языка. Улыбнемся друг другу. Пусть от улыбки станет тепло, пусть она поможет легко и радостно трудиться на уроке. Ребята, думаю, каждый из вас любит свой дом, свой город или село, в котором живет. Именно об этом мы поговорим. Тема урока – «Мое село, мой город». Сегодня на уроке мы побеседуем о селе и городе и о том, чем они отличаются. Узнаем, когда надо говорить слова «в» и «на». Научимся называть свой адрес. Это Айнура. Она живет в городе. А это Атай. Он живет в селе. Они друзья. Послушаем, о чем они говорят. Привет, Атай. Здравствуй, Айнура. Ты приехала к бабушке? Да, я приехала к бабушке на каникулы. Мне здесь очень нравится. Наше село маленькое, но красивое. Здесь большие горы, быстрые речки, зеленая трава и свежий воздух. Много домашних животных. Здесь есть коровы, козы, лошади, ослики, курицы и цыплята. В нашем селе есть школа, аптека, почта, магазин. Хочешь, я покажу тебе наше село, наш аил? Да, конечно. Я буду очень рада. Тогда поехали. Айнура и Атай поехали кататься по селу. Село по-другому еще называют деревней или аилом. Обычно в аиле на дорогах нет асфальта, как в городе. Улицы здесь небольшие. Внимание! Ребята приехали к первой остановке. Угадайте-ка, что собирается показать Атай Айнуре? Стоит большой и светлый дом. Ребят веселых много в нем. Там пишут и читают, решают и считают. Что это? Да, это школа. Кто работает в школе? Учителя работают в школе. Ребята поехали дальше. Это следующая их остановка. Это что за чудный дом? 100 детишек в доме том. Дом детишкам очень рад. Что же это? Детский сад. А кто работает в детском саду? В детском саду работают воспитатели. Атай и Айнура продолжают свою экскурсию. Следующая остановка. Кто угадал, что это? Правильно, это больница. Кто здесь работает? И что здесь делают? Здесь работают врачи, медсестры. Они лечат взрослых и детей. Что нужно делать, чтобы не болеть? Чтобы не болеть, нужно делать зарядку, заниматься спортом, правильно питаться. А вот рядом еще кое-что. В этом чудном магазине не продукты на витрине, не мячи и не ракетки, а сиропы и таблетки. Догадались, что это? Верно, это аптека. Атай и Айнура поехали дальше по селу. Атай показывает следующее место в своем селе. Если холодильник пуст, закончились продукты, ты сюда входи скорее, покупай что повкуснее. О чем идет речь? О магазине. Кто работает в магазине? Продавец.
ребята отправляются дальше. Ты можешь здесь купить конверт, послать посылку срочно, всем передать большой привет, ведь это здание – почта. Кто работает на почте? На почте работает почтальон. Следующее здание – это библиотека. А кто знает, что такое библиотека? Библиотека – это место, где хранится много книг для детей и взрослых. Как нужно обращаться с книгами? Книги можно читать в библиотеке или брать домой. Но если книгу взяли домой, ее нужно прочитать и вернуть назад в библиотеку. С книгами обращаются бережно, аккуратно, не рвут и не рисуют на них. Атай, спасибо за то, что показал свое село. Мне было интересно. У меня в телефоне есть фотографии города, где живу я. Наш город большой. Улицы широкие, на улицах много машин и людей. Там много зданий. Давай посмотрим на них. Это школа, где я учусь. Это детский сад. Сюда ходила, когда я была маленькой. Это больница. Здесь лечат больных. Это библиотека. Я люблю сюда ходить. Здесь много интересных книг. Это большой магазин, или по-другому еще его называют супермаркет. А это стадион. Здесь тренируются спортсмены. Это базар. Здесь можно купить все, что надо. Итак, Айнура показала фотографии своего города Атаю. Ему очень понравилось. Давайте посмотрим теперь, когда надо использовать слова «в» и «на». Или собак. Куда идут ученики? Ученики идут в школу. Повторите. Куда? В школу. Куда идут люди? Люди идут в магазин. И еще раз. Куда? В магазин. Куда едет машина скорой помощи? Машина скорой помощи едет в больницу. Повторите за мной. Куда? В больницу. Куда идет брат? Брат идет на стадион. Куда? На стадион. Молодцы! Куда идет бабушка? Она идет на базар. Повторите. Куда? На базар. Куда идет мама? Мама идет на почту. Куда? На почту. Замечательно. Повторим еще раз. Куда? В школу, в больницу, в магазин, в детский сад, в библиотеку. Куда? На стадион, на базар, на почту. Давайте сравним город и село. Что большое, а что маленькое? Город большой, а село маленькое. Где много людей? В городе или селе? Правильно, в городе много людей. Где можно увидеть домашних животных? В городе или селе?
Да, обычно домашних животных можно увидеть в селе. В городе больница какая? В городе больница большая. А в селе какая больница? В селе больница маленькая. Замечательно. Теперь вы знаете разницу между городом и селом. Город или село мы все любим то место, где живем. Ребята, каждый из вас должен знать свой адрес, то есть название села или города, название улицы и номер своего дома. Например, адрес Атая – село Калиновка, улица Пушкина, дом 3. А Айнура живет по адресу город Токмок, улица Манаса, дом 1, квартира 4. Надеюсь, и вы знаете свой адрес. А кто не знает, спросите у родителей адрес своего дома и запомните его. Вам обязательно нужно знать это. Итак, наш урок подходит к концу. Сегодня на уроке мы говорили о селе и городе и о том, чем отличаются город и село. Узнали, когда надо говорить слова «в» и «на». Узнали, что такое адрес. Спасибо за внимание. До новых встреч!